Через месяц менеджер Рахмонова Саят Абдарахманов сообщил, что Шавкат подписал контракт с UFC. И если Дамир Исмагулов стал первым этническим казахом, вышедшим в октагон, то Шавкат вошел в историю как первый представитель казахского флага в ростере сильнейшей лиги мира. Все с нетерпением ждали его дебюта, но ожидание серьезно затянулось. Неприятные травмы и разразившаяся пандемия продлили простой Рахмонова почти на 1,5 года. Он вышел в клетку только в октябре 2020-го. Его соперник, опытный бразильский ковбой Алекс Оливейра, принял бой на коротком уведомлении, не сделал вес и сразу же доставил Рахмонову неприятности. Его удар справа пришелся точно в глаз. Второй раз такой трюк уже не прошел, и с этого момента слово взял Намат. После затяжной атаки Шавката последовал долгий клинч с обоюдной сменой позиций. Несколько безуспешных попыток тейкдауна сильно ослабили Оливейру, и он неосмотрительно отдал шею. Когда судья поднимал руку победителя, Рахмонов надел на голову волчий малахай и накинул на плечи флаг Казахстана, который все чаще украшает арены UFC. Казахская команда ликовала в потрибунном помещении, а Шавкат с улыбкой на лице решил вызвать на бой Дональда Серрона. Я сейчас выиграл бразильского ковбоя. Люди думали, что это я американский ковбой берусь. Давайте мне дать американского ковбоя, хоть его тоже побил. Американского ковбоя Рахмонов не получил, но через 8 месяцев встретился с другим ветераном промоушена Мишелем Празеросом, который в 39 лет вернулся после дисквалификации. На его счету не было ни одного досрочного поражения. Антропометрические антиподы смотрелись в клетке довольно комично, но бразилец включил свои тяжелые руки и даже потревожил Рахмонова. Впрочем, когда Шавкат освоился, шансов у его соперника становилось все меньше. Несколько минут в контроле, пару увесистых ударов сверху, и изнуряющий клинч заставил Празероса задышать. Намат не стал затягивать и включился с самого начала второго раунда. Попытка бразильца спастись проходом в ноги лишь ухудшила положение. Шавкат включил свою фирменную работу сверху, и Празерос не понимал, как выбраться из-под такого прессинга. В итоге он отдал шею, впервые проиграл досрочно и подарил Рахмонову очередную ачивку – победа приемом над черным поясом по джиу-джитсу. 26-летний Шавкат настолько серьезно поднял свои котировки, что о нем стали говорить везде. Авторитетные западные порталы включали его в списки главных проспектов, а коллеги-бойцы призывали следить за сокрушающей машиной из Казахстана. Он даже оказался в рейтинге Forbes, который выделил 30 самых перспективных казахов в возрасте до 30 лет. Скромный Рахмонов не придавал этому значения, спокойно оттачивая свои навыки в Sanford MMA и в каждом интервью рассуждая о том, что рано или поздно доберется до титула. Свои намерения он не забывал подкреплять делом. В начале 2022 года Шавкат провел бой против Карлстона Харриса. Боец из диковинной Гаяны тоже не проигрывал в UFC, и обе победы, как и Рахмонов, одержал досрочно. Намат прощупал дистанцию несколькими методичными ударами, затем пристрелял вертушку. Соперник сумел ненадолго успокоить бой в клинче. Однако не дожил до конца раунда. Еще одна разящая вертушка зашла точно в цель, доведя рекорд до значения 15-0.